Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Моздовая. Главное в программе. Навальный в ожидании приговора. Роскомнадзор блокирует страницы сторонников оппозиционера. Лукашенко пообещал Украине все в течение суток. В Нью-Йорке убиты 2 полицейских. Продолжатся ли протесты? По традиции передаем слово Праге. Сергей, какие новости? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Свобода по-белорусски. В республике заблокировали большинство независимых интернет-ресурсов. Сейчас из Беларуси нельзя зайти на сайты, размещающие точку зрения отличную от официальной. Не грузится «Хартия-97», «Белорусский партизан», «Белопан», «Новины», наш партнер, интернет-газета «Солидарность», где еще до недавнего времени можно было смотреть программу «Настоящее время». На Медне белорусские депутаты сразу в 2 чтениях приняли новый закон о СМИ, который должен вступить в силу 1 января. О содержании закона в интервью нашей программе рассказал главный редактор интернет-газеты «Солидарность», заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Александр Старикевич. Первое и главное. Все интернет-ресурсы, включая блоги, приравняли к СМИ, по сути, в части ответственности. То есть за 2 предупреждения, которые можно вынести в течение буквально нескольких секунд одно за другим, любой интернет-ресурс может быть блокирован. Но, собственно, это делается уже сейчас, еще до 1 января, когда закон вступает в законную силу. Так что белорусские власти еще раз показали, что закон для них — это в общем условность. В течение всего дня мы звонили в Мининформ с просьбой дать комментарии относительно закона о СМИ, но добиться комментариев ни от кого так и не смогли. Поэтому приводим цитату с сайта министерства. «СМИ должны работать на созидание, а не на разрушение, чтобы все мы могли спокойно встречать Новый год и Рождество», отмечает министр информации Лилия Ананич, пригласив руководителей ряда СМИ и интернет-ресурсов. Есть ли официальное объяснение блокировки сайтов? Как долго это может продолжаться? Журналист Александр Старикевич, как и его коллеги, пока пребывает в неведении. Мы не получаем никаких официальных уведомлений и ответов на свои запросы, которые сами направляем. Более того, нет никаких объяснений по неофициальным каналам, в чем причина случившегося. Мы можем, конечно, догадываться о том, что белорусские власти очень не хотят, чтобы получила отражение в СМИ реальная картина происходящего в экономике в свете фактической 30% девальвации белорусского рубля, которая случилась на прошлой неделе. Почему выбраны именно эти ресурсы, а другие работают? Как долго это будет продолжаться? Это навсегда или нас поддержат 15 суток и отпустят? Информации ноль. Теперь нельзя быть в контакте с Навальным. Социальная сеть по решению сверху блокирует все страницы, где встречается фамилия оппозиционного активиста. Facebook и Twitter от блокировки отказываются, сообщает телеканал «Дождь». О том, как слово «Навальный» стало однокоренным слово «невольный», далее наш материал. Приговор братьям Навальным, Алексею и Олегу, огласят 15 января. Прокуратура просит суд приговорить оппозиционера к 10 годам колонии. Братьев Навальных обвиняют в хищении 30 миллионов рублей. Сам оппозиционер утверждает, дело против него сфабриковано из-за его антикоррупционной деятельности. Рано или поздно эта хунта, которая в России захватила все и строит ресурсный феодальный капитализм, она рано или поздно падет. Спасибо всем большое за поддержку. Увидимся на приговоре. Сторонники Навального в день вынесения приговора организуют акцию на Манежной площади в Москве. Называют ее не митингом, а народным сходом. Согласование для подобных мероприятий не требует. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно и без оружия. Людям гулять вечером по Москве никто не может запретить. Российская социальная сеть ВКонтакте в воскресенье всего за 5 часов получила 53 запроса от Роскомнадзора с требованием заблокировать все страницы, группы и события, в которых упоминается слово «Навальный». Об этом со ссылкой на свои источники сообщил бывший техдиректор ВКонтакте Николай Дуров. Количество блокируемых страниц тем временем продолжает увеличиваться. По состоянию на сейчас список потерь такой. ВКонтакте заблокировано все, но мы не особо ими и занимались. Эти группы малочисленны. Заблокирован пост в моем ЖЖ и заблокирована первая группа в Фейсбуке. Вот это с которой все начиналось. В Роскомнадзоре заявляют, что они всего лишь исполняют требования Генеральной прокуратуры России. А там, в свою очередь, решение о блокировке комментировать отказываются. Екатерина Кочкина, «Настоящее время».
Во всем, что происходит сегодня с российскими медиа и социальными сетями, актер Михаил Ефремов ничего удивительного не видит. Заслуженный артист России дал большое интервью нашим коллегам в Москве. Мы страна как президент. Сейчас у нас президент обратно вернулся из третьего управления, из охранки, из КГБ, из спецслужбы. Что изначально было неправильно еще в 2000 году. Я об этом всегда говорил и повторяю. Говорить. Я никогда не видел в своей жизни такое количество фильмов про ментов, шпионов, разведчиков, агентов. Ну а то, что с Украиной сейчас происходит, вот с этим телевизионным наездом, это тоже удивленно. Но это от того, что во власти человек-силовик, у которого действительно большая часть жизни прошла во враждебности к окружающему миру. В Москве очередной митинг в защиту томской независимой телекомпании ТВ-2. Мы продолжаем следить за профессиональной судьбой наших коллег. Напомню, Российский телерадиовещательный союз готов отобрать у канала лицензию, по мнению чиновников, за несоблюдение ее пунктов. В Томске протестовали 3000 человек, а на митинг в Москве пришли 300. Среди них был и наш коллега Никита Татарский. Всего в сквер Девичьего поля пришло около 300 человек. Люди держали в руках плакаты «Хватит душить свободные СМИ», «Нам нужны средства массовой информации, которые не врут», «Федеральное телевидение убивает», «ТВ-2 да, зомбоящику нет». Выступавшие журналисты, общественные деятели и политики призывали собравшихся не расстраиваться, что их так мало. Если мы все это будем продолжать терпеть, карательная операция дойдет до каждого. Хочу, чтобы этим лозунгом на конец этого года и начало следующего стал лозунг «Руки прочь от телекомпании ТВ-2». Руки прочь от ТВ-2! Руки прочь от ТВ-2! Ранее в этот же день акция в защиту ТВ-2 прошла в Томске. Там собралось более 3000 человек. То, что в Томске люди собираются, это замечательно, но и их недостаточно для того, чтобы отстоять свободу слова. То, что мы здесь приходим, и в основном тут журналисты, это чудовищно, потому что народ, граждане нашей страны, не знают, что когда душат свободу слова, душат их. Пока же ситуация остается прежней. Российская телевизионная и радиовещательная сеть в одностороннем порядке расторгает с томской телекомпанией ТВ-2 договор на вещание с 1 января 2015 года. Это «Настоящее время». Смотрите далее. Кто устроил кибератаку на компанию Sony? В американских СМИ сегодня это одна из самых обсуждаемых тем. Прямо сейчас передаем слово в Вашингтон. Что вам известно, Наташа? Федеральное бюро расследований пришло к выводу, что за хакерской атакой против компании Sony Pictures стоит Северная Корея. Госсекретарь США Джон Керри осудил эту атаку и заявил, что действия Пхеньяна, целью которых было причинение значительного экономического ущерба и подавление свободы слова, находятся за пределами принятого поведения государств в киберпространстве. Конец цитаты. Хотя речь идет об атаке против частной фирмы, администрация Обамы назвала это вопросом национальной безопасности. Скандальный фильм компании Sony «Интервью», который рассказывает о покушении на лидера КНДР Ким Чен Ына, так и оставшись на полке, оказался в центре кибернетической войны. И если еще несколько дней назад администрация США была осторожна в оценках относительно того, кто именно стоит за хакерской атакой на Sony, то после предварительного расследования ФБР можно смело говорить о том, что к кибервандализму, как назвал это президент Барак Обама в интервью накануне, причастна Северная Корея. Как говорится в заявлении ФБР, на это указывает часть программного кода, который совпал с тем, что использовался ранее во время кибернападения Северной Кореи на банковскую систему Южной Кореи. На обвинение Пхеньян ответил длинным заявлением, назвав фильм неправдивым и реакционным, а также пообещав сражаться с Соединенными Штатами на любых театрах военных действий, в том числе и в киберпространстве. Северная Корея также пообещала атаки на Белый дом и Пентагон, что является обычной риторикой в моменты особо напряженных отношений с Вашингтоном. Компания Sony подверглась серии хакерских атак, в результате которых были похищены новые фильмы, личные данные сотрудников, а также их электронная переписка. Всего порядка 100 терабайт. Группа хакеров, которая называет себя «Стражи мира», угрожала в случае премьеры фильма «Интервью» напомнить миру
о терактах 11 сентября 2001 года. В интервью CNN в воскресенье Барак Обама заявил о том, что результатом хакерских атак может стать возвращение Северной Кореи в список стран, которые поддерживают терроризм. Последние события показывают, что хакерские атаки стали намного серьезнее, чем мы привыкли думать. И если раньше в худшем случае это были тихие списания денежных средств с банковских счетов, пусть и в крупных размерах, то теперь доходят до вполне реальных террористических угроз в случае невыполнения требований хакеров. Впрочем, Барак Обама выразил сожаление, что руководство Sony пошло на уступки хакеров. Sony – частная компания. Они беспокоились о потерях и тому подобном. Жаль, что они не поговорили сначала со мной. Я бы им сказал, не идите на поводу угроз этих криминальных атак. В настоящее время премьера фильма «Интервью» отменена. Будет ли она выпущена на каких-либо других платформах, пока неизвестно, хотя Sony уже заявила о существовании таких планов. И на фоне всего этого возникает закономерный вопрос. В какой момент кибератака может считаться актом агрессии, на которую следует реагировать силовым структурам страны? У нас в студии наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, добрый день. Вопрос. Каким образом Северная Корея, которая, в общем, где очень, по-моему, ограниченное количество граждан вообще имеет доступ в интернет, оказалась вдруг таким серьезным игроком в кибервойне? В Северной Корее есть своя внутренняя компьютерная сеть, интернет-сеть. Северная Корея соединена с миром с помощью оптиковолоконных кабелей двух. Один проходит через территорию России, второй через территорию Китая. Северная Корея на протяжении многих лет активно наращивает свои возможности в этой сфере. Знаменитый университет имени Ким Чен Ира обладает специальной школой, где готовят специалистов по компьютерным операциям. И есть знаменитое подразделение кибервойн, которое на протяжении уже 6 лет проводит разного рода операции против Южной Кореи. То есть, в частности, они, например, не просто взламывают банковские сети, они зарабатывают деньги, там, воруют какие-то данные или организовывают интернет-казино. Поэтому возможности Северной Кореи недооценивать ни в коем случае не стоит. Что касается кибервойны, то не существует некого внятного определения, что же считать актом войны. Общепринято, что кибервойна может считаться актом войны, за которым должен последовать адекватный ответ атакуемой стороны. Это ситуация, в результате которой погиб человек, либо совершены нарушения, разрушения, которые сопоставимы с действиями обычного оружия. Да? Пока этого не произошло, и обратите внимание, что администрация США очень аккуратно выбирает слова. Она подчеркивает, что это вандализм, но не акт войны. Что будет дальше, мы не знаем, потому что Конгресс в скором будущем будет обсуждать этот вопрос. То есть получается, что может сложиться ситуация, при которой на кибератаку отреагируют конвенциональными средствами? Может быть. Это вполне возможно, потому что возможности кибернападения намного больше, чем возможности киберзащиты. Спасибо. Это был Александр Григорьев, наш корреспондент. Таможенный союз теперь больше, чем тройка. Сергей, подробности. Действительно, это так и есть. К Беларуси, России, Казахстану готов присоединиться и Кыргызстан. На завтра запланировано подписание в Москве соответствующего договора. Решение о присоединении интересно в первую очередь с экономической точки зрения. До Кыргызстана дошло эхо падающего российского рубля. Материал Рахат Кинешевой и Александра Касаткина. Если всего лишь месяц-полтора тому назад была полная уверенность в том, что другого пути у Кыргызстана нет и хорошее будущее ожидает страну лишь в союзе с таможенным союзом, то с обвалом рубля и кризисом в самой России сомневающихся в этом становится все больше и больше. Однако правительство продолжает смело утверждать, что подготовительные работы по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, который создается на базе таможенного союза, проводятся в полном объеме и идут по графику. О целесообразности экономической интеграции говорят и в парламенте. Достаточно еще в более сложном положении тоже жили. Наши отцы, дети жили еще в трудном положении. Но из любого трудного положения, после любого кризисного момента наступит какой-то приятный момент. Несмотря на оптимизм властей, более утвердительными становятся аргументы оппонентов идеи присоединения к таможенному союзу. В пользу своих доводов они уверенно приводят события последних дней. Это и обвал рубля, и кризис в российской экономике, и внутренние разногласия между нынешними союзниками – Белоруссией и Россией. Президент Беларуси Лукашенко, он понимает, насколько в тяжелом состоянии сейчас находится экономика России. И, соответственно, он уже
как-то пытается отстраниться от политики России. И действительно, президент Беларуси Александр Лукашенко еще недавно весьма лестно отзывался о создании союзов с Россией. Вы, Владимир Владимирович, должны знать, что мы будем рядом, плечом к плечу. И не только потому, что вот я это говорю, потому что вот мы тут перед СМИ собрались и так далее. У нас и выхода другого нет. А вот что президент Беларуси сказал вчера на встрече с президентом Украины. Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то, скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Между тем, Россия активизирует взаимодействие со своими партнерами и на спорных территориях Грузии. Общественность самоприглашенной Республики Южная Осетия обсуждает проект договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. Некоторые эксперты считают, что после подписания договора Южная Осетия может лишиться своего суверенитета. Парламент самоприглашенной Республики Абхазия сегодня ратифицировал договор о союзничестве с Россией. В первоначальном тексте договора были положения, которые максимально сокращали суверенитет и возможности принимать самостоятельные решения. Это было сделано в достаточно откровенной форме, и многие аналитики в Абхазии задаются вопросом, почему это было сделано в столь откровенной форме. Фактически договор в том виде, в каком он был подписан, был подготовлен абхазской стороной, администрации абхазского президента. Абхазия, как и Южная Осетия, получают большой процент бюджета в виде прямых финансовых дотаций из России. Основой предвыборной программы действующего президента самоприглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова было обещание объединения Северной и Южной Осетии в составе России. Александр Касаткин. Настоящее время. Произошло то, чего многие опасались. На фоне антиполицейских протестов в Соединенных Штатах были убиты 2 офицера. Как на это отреагировали в стране? Вашингтон. Далее эфир ваш. Они забрали одного нашего, давайте заберем у них 2, написал в Инстаграме 28-летний Исмаил Брисли незадолго до того, как застрелил в упор 2 полицейских, патрулировавших улицы Бруклина. Преследуемый полицией Брисли застрелился у входа в метро. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, субботнее убийство стражей порядка предположительно было актом возмездия некого неуравновешенного одиночки против полиции, но все же оно происходит на фоне вот этих массовых протестов против методов работы полиции. Вопрос, как это отразилось на обстановке в городе и вообще на вероятности того, что работа полиции действительно будет реформирована? Наташа, в Нью-Йоркском полицейском управлении работает 35 тысяч человек. Это самое большое полицейское управление в стране. Так вот, можно без преувеличения сказать, что все 35 тысяч его сотрудников находятся в шоке, они потрясены убийством в субботу коллег. Полицейское управление Нью-Йорка приведено в боевую готовность, потому что полицейские опасаются повтора подобных акций, убийств полицейских в городе. Их работа теперь будет проводиться несколько по-другому. Они будут патрулировать город обязательно по 2, по 3, не по одному, как раньше. Обязательно они будут вооружены во время этих патрулей. И особое внимание будет уделяться безопасности, в первую очередь, полицейских. Здесь очень важно отметить, что полицейские винят в случившемся в первую очередь мэра города Билла де Блазио. Лидер профсоюза полицейских даже заявил, что кровь убитых в субботу полицейских ведет к ступеням горсовета, к ступеням мэрии. И я должна сказать, что некоторое время назад, еще до этой трагедии, я разговаривала с нью-йоркским полицейским. Он сказал, что полицейские винят Билла де Блазио в чрезмерной либеральности, в том, что он слишком либерально относился к протестующим, не давал распоряжения о достаточном количестве арестов, не позволял им передвигаться свободно по городу. И вот эта либеральность, по мнению полицейских, и привела к этой трагедии. Я хочу напомнить, что когда мэр Билл де Блазио баллотировался на этот пост, он обещал улучшить отношения между нью-йоркскими общинами и полицейским управлением. И вот сейчас перед ним стоит очень сложная задача, так как эти отношения не только не улучшаются, а вот так очень резко ухудшились. Предполагается также, что вот эти события, они ухудшат отношения между расовыми группами не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Но тут очень важно отметить, что и родственники убитых полицейскими чернокожих, и лидеры, которые руководили протестами, призвали к миру, к толерантности и к единству между всеми общинами и в Нью-Йорке, и по всей стране. Спасибо. Это была корреспондент Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка.
Мы возвращаемся в Прагу. Сергей? У нас другие темы. Всего несколько дней и Рождество. Как к нему готовится Прага? О традициях празднования известный чешский писатель Ефим Фиштейн. Прогулки по рождественскому городу. Рождество не только 25 декабря. Праздник, кстати, длится 2 дня, 25 и 26. А начинается Рождество фактически адвентом. За 4 недели до самого празднования Рождества зажигают в квартирах каждое воскресенье по одной свечке, 4 свечи, 4 воскресенья, потом лишь начинается Рождество. В городах, между тем, уже давно на центральных площадях стоят большие елки, богато украшенные. Под елками тоже подарки для детей довольно часто. В отличие от православной традиции, под елкой не стоит ни Дед Мороз, ни, в отличие от западноевропейской традиции, не стоит там Санта-Клаус, Святой Николай, а стоят обычно то, что называется по-русски странным словом «святой вертеп». Святой вертеп – пещера, грот, где родился и содержался в яслях для скота младенец Христос. В этом гроте, как правило, святое семейство, Мария и Иосиф. Рождественский базар – это нечто особое, что нужно увидеть, и мы его увидим, потому что он находится прямо за нами на Староместской площади. Либо, может быть, видите очертания елки и лотков, палаток, где продаются рождественские сувениры. То, что продается здесь, имеет прямое отношение к Рождеству. Это или елочные украшения, или кружева, или звоночки, или сердечко, изготовленное тоже из печенья. На рождественском базаре вы можете съесть жареных каштанов, или жареный миндаль, или, что еще более типично, выпить глинтвейн, горячее вино, или мед, тот самый, который по усам текло, да в рот не попало. И, конечно, особая радость для детей. На рождественском базаре в особой деревянной загородке можно видеть животных, которые находились и в святом вертепе, когда в яслях лежал младенец Христос. Неотъемлемой составной частью рождественских праздников является пение колядок, религиозных песен, песен с религиозным, но и со светским содержанием. Они не слушаются как церковные, религиозные, а это песни, воспевающие мир, любовь, семью, родителей. И, конечно, рождественский базар невозможно представить себе, особенно в морозные многоснежные зимы, без горячего пунша или глинтвейна, и без этого обжаренного теста в виде колечка с непроизносимым чешским названием тердло. Вряд ли я смогу его перевести на русский, но это, поверьте мне, исключительно вкусно. Ваше здоровье. Это «Настоящее время». Вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. Сергей, мы решили поговорить об обратной стороне Рождества, потому что праздник – это подарки, подарки – это пластиковые пакеты. Тонны пластикового мусора ежегодно оказываются в водах Мирового океана. В попытке исправить ситуацию Калифорния стала первым штатом, который на законодательном уровне запретил использование пластиковых пакетов в бизнесе. Подробности в репортаже. Многие покупатели никогда не откажутся от лишнего пакета. Но Джанет Ларсон, директор исследовательского отдела Института политики в отношении Земли, считает, что скоро мы увидим последствия этого. Пакеты застревают в кустах и ветках деревьев, попадают в воду, засоряют канализацию. Однако Марк Дэниелс, вице-президент отдела экополитики компании Hilux Polay, крупнейшего производителя пластиковых пакетов в стране, утверждает, что пластиковые пакеты экологичны. Исследования по изучению мусора показывают, что пластиковые пакеты, которые мы получаем в магазинах, составляют лишь 1%. Но мы слышим все чаще, что из-за пластиковых пакетов образуются свалки. Агентство по защите окружающей среды выяснило, что все пластиковые пакеты составляют менее 0,5% от всего мусора.
5 лет назад Вашингтон ввел плату в 5 центов за каждый пластиковый пакет. Деньги пошли на очистку местных рек. По словам Брайана Ван Уи, директора программы, как только люди стали использовать меньше пластиковых пакетов, их количество в воде и среди мусорных отходов значительно уменьшилось. Те, кто непосредственно занимается очищением каналов, говорят, что они заметили снижение количества пластиковых пакетов на 60%. Он также отмечает, что программа помогает спасти некоторые виды животных. Мы также знаем, что пластик со временем разрывается на маленькие кусочки, которые потом поглощаются животными, что причиняет им серьезный вред и даже становится причиной смерти, например, рыб или черепах. Посетители этого ресторана в Вашингтоне со смешанными чувствами относятся к налогу на пакеты. Мне кажется глупым платить 5 центов за пакет, но если это помогает спасти окружающую среду, то это очень хорошая идея. Я не понимаю, зачем платить, когда лишь немногие выбрасывают пластик в реки и на улицу. Альтернативой налогам и запретам может быть переработка и раздельный сбор мусора. Компании их перерабатывают, очищают, расщепляют и изготавливают другие продукты и новые пластиковые мешки. Однако экологи полагают, что это не решение проблемы. Индустрия пластика часто использует утилизацию в качестве сдерживающего фактора там, где жители выступают за ограничение подобной практики. Это не решает проблему. Мы выступаем за многоразовые пакеты. Более 18 миллионов американцев живут в районах, где пластиковые пакеты либо запрещены, либо облагаются налогом, и их число растет из года в год. В канун Рождества и Нового года в Америке повсюду звучит музыка. В театрах, концертных залах, церквях. Не стало исключением епископальная церковь Крещения в Вашингтоне. Здесь исполнялся концерт для фортепиано со струнным оркестром Альфреда Шнитке. Подробнее в репортаже Елены Джамбер и Светланы Прудовской. Вашингтонская филармония в рождественские дни пригласила своих слушателей на благотворительный концерт в епископальную церковь Богоявления, что расположена в самом центре столицы. Средства, вырученные от продажи билетов, предназначены нуждающимся семьям. Концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке прозвучал в исполнении Вашингтонского филармонического оркестра и пианистки Лидии Фрумкиной, известной и любимой среди российских эмигрантов. Выбор пал на произведение Альфреда Шнитке еще и потому, что уходящий год – это год 80-летия со дня рождения композитора, дата, которую отмечает музыкальная общественность во всем мире. Гениальный композитор, которого, к сожалению, в свое время, в годы моей жизни в России, в Советском Союзе играли очень мало, и это всегда был большой скандал. Сейчас в Европе это популярно, и это имя. К сожалению, в Вашингтоне практически я не помню исполнения произведений Шнитке. Лидия Фрумкина живет в США 40 лет и счастлива тем, что сумела сохранить в эмиграции преданность музыке. Мне моя мама всегда говорила, что я родилась счастливой, потому что я родилась в ее день рождения и в рубашке. И я не знаю, насколько пророческие эти слова, но мне много везло. Я поступила в Ленинградскую консерваторию, и я занималась у замечательных педагогов. Я приехала в Америку, я получила работу через год. Я получила работу в очень хорошей Берлинской консерватории. Лидия не только виртуозный и романтический исполнитель, но еще и прекрасный педагог, профессор, который гордится своими учениками. У меня есть ученики, которые работают, открыли частные студии, но есть ученики, которые стали адвокатами. Надо сказать, что в Вашингтонском филармоническом оркестре играют не только профессиональные музыканты, но и врачи, бизнесмены, администраторы. В общем, виртуозные любители. Все они выступают здесь бесплатно. Мы даем серию концертов, объединенных темой надежды в традиционной рождественской музыке. Музыке, которая так сильно контрастирует с миром, в котором мы живем. Это и надежда на светлое будущее, которая звучит в произведениях Шнитке. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.